На основе показаний уйгуров, проживающих в Турции, сотрудники радио «Свободная Азия» выяснили, что 57 человек из поселка Годжила провинции Докузак уйгурского региона, в том числе и 38-летний Мамед Ясин, были взяты под стражу в 2017 году и приговорены к 10 годам тюремного заключения. Стало известно, что задержание сельских жителей, которые не были причастны к какому-либо преступлению, было проведено максимально скрытно, после чего их, как и сотни жителей соседних деревень, направили в концентрационные лагеря. Согласно информации, полученной от главы поселка, сначала Мамед Ясин был доставлен в лагерь Опал. Через год ему позволили пообщаться со своими родными через видеочат. Причиной ареста крестьян, обвиненных в радикализме, среди которых немало и женщин, послужили текстовые сообщения на их телефонах, которые содержали традиционные пожелания мусульман, такие как «Ассаляму алейкум» и «Да хранит вас Всевышний». Согласно данным китайского информационного агентства Синьхуа, китайская администрация приступила к использованию усовершенствованных устройств распознавания лица на индивидуальных контрольно-пропускных пунктах в международном аэропорту Урумчи. В результате совместной работы крупнейших технологических компаний и учреждений общественной безопасности Китая было разработано новое устройство наблюдения и распознавания лица. По сравнению с предыдущей системой, выполнявшей операцию по распознаванию лица за 25 секунд, новое оборудование будет выполнять то же самое действие за 8 секунд. 37 единиц новейшей техники распознавания лица было установлено в 3 терминалах международного аэропорта Урумчи. Согласно отчету Bitter Winter, опубликованному в мае, данное оборудование позволит Коммунистической партии Китая отслеживать и собирать подробную информацию об этнической принадлежности и передвижении того или иного человека. США признали 4 китайских СМИ иностранными миссиями, указывая на их подчиненность Коммунистической партии Китая. В перечень вошли Центральное телевидение Китая, People's Daily, Global Times и китайский новостной сервис. Ранее в этот список было добавлено информационное агентство Синьхуа. Указанные СМИ соответствуют определению иностранных представительств, что законодательно закреплено в США. Отмечается, что иностранные миссии в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются иностранным правительством. В этом случае СМИ находятся под влиянием Китая. Уточняется, что такое решение не обусловлено контентом, который производят указанные СМИ. Никаких ограничений на деятельность китайских медиа в США не вводится, только определяется их статус иностранных миссий. Такой статус обязывает СМИ соблюдать определенные требования, которые применяются к иностранным дипломатическим представительствам. Майк Помпео заявил, что цель этого решения – обеспечение большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США. Военные источники Индии подтвердили информацию о совещании по вопросам конфликта, произошедшего между индийскими и китайскими пограничниками на линии контроля в Ладакхе. Говоря о совещании, которое прошло на китайской стороне, индийские источники отметили, что это вторая встреча на военном уровне, направленная на решение текущей ситуации и снижение напряженности в спорном регионе. Военные двух стран встретились впервые после столкновения, которое привело к гибели 20 индийских солдат. В индийской прессе появились сообщения о том, что Китай подтвердил информацию о гибели китайского офицера. После конфликта индийским солдатам было разрешено носить огнестрельное оружие в связи с напряженной обстановкой на границе. В соответствии с соглашением, подписанным между Индией и Китаем в 1993 году, пограничники, несущие службу на линии фактического контроля в долине Гальван, не должны иметь оружие. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Цао Личень заявил, что для решения ситуации в регионе Индия и Китай ведут переговоры на военном и дипломатическом уровне. Китай является не только партнером Евросоюза по переговорам, но и экономическим и системным конкурентом, сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен. Урсула фон дер Лайен и председатель Европейского совета Шарль Мишель выступили на пресс-конференции после видеоконференции с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и председателем Республики Си Цзиньпином. Говоря о законе о национальной безопасности, представители Евросоюза призвали Пекин незамедлительно выполнить обещания, данные народу Гонконга, и завершить многолетние переговоры о соглашении в сфере инвестиций. Отношения между Европой и Китаем в последние месяцы ухудшились.